Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджава. Добрый вечер. О 7-й сессии Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва. 7-я сессия Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва состоится 21 июня 2021 года в 11:00 часов в зале заседания Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Регистрация членов Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан производится 20 июня 2021 года с 10:00 до 17:00 часов и 21 июня 2021 года с 7:00 до 10:00 часов в организационном отделе аппарата Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Телефоны 221 98 35, 221 12 47. Далее. Сегодня председатель Маджлиси Милли и Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе Рустам Эмомали принял президента Азиатской велосипедной конфедерации господина Усаму Аль-Шафара. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с велоспортом и его развитием в регионе. Уважаемый Рустам Эмомали приветствовал визит высокого гостя в столицу страны Душанбе и обменялся мнениями о развитии этого вида спорта в стране. Было отмечено, что в последние годы при постоянной поддержке основателя мира и национального единства, лидера нации президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, созданы благоприятные условия и возможности для проведения соревнований мирового уровня, и город Душанбе может организовать у себя международные соревнования. В ходе встречи председатель города Душанбе Рустам Эмомали предложил провести в Таджикистане чемпионат Азии по велоспорту и еще одно спортивное мероприятие под названием «Путешествие по Таджикистану». Стороны пришли к соглашению провести во второй половине сентября 2021 года это международное мероприятие, посвященное 30-летию государственной независимости Таджикистана, и чемпионат Азии по велоспорту весной 2022 года в Душанбе. Целью проведения международных мероприятий является ознакомление с экономическими, социальными и культурными достижениями страны, предоставление региональных туристических маршрутов, уникальной красоты природы страны. Вместе с тем, для лучшей организации спортивных соревнований международного уровня городским структурам дано поручение совместно с Федерацией велоспорта Республики Таджикистан создать организационный комитет и провести подготовительные работы. Сегодня под председательством премьер-министра Республики Таджикистан, председателя наблюдательного совета Республики Рагунский ГЭС Кохира Расулзада состоялось общее годовое заседание акционеров Рагунский ГЭС, на котором было рассмотрено 10 вопросов. В начале заседания были заслушаны годовой и бухгалтерские отчеты, отчет ревизионной комиссии о финансовой деятельности открытого акционерного общества Рагунская ГЭС за 2020 год и представлено аудиторское заключение за 2020 год. На собрании были приняты соответствующие решения об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества Рагунская ГЭС и внесении изменений в устав общества. Также одобрен проект договора лота 3 строительства объектов правового берега гидроэлектростанции Рогун между заказчиком строительства объекта открытым акционерным обществом Рагунская ГЭС и генеральным подрядчиком строительства гидроэлектростанции и Рогун по лоту 3 открытым акционерным обществом Таджик гидроэлектромонтаж. На заседании были избраны члены наблюдательного совета, ревизионной и счетной комиссии общества, утвержден аудитор открытого акционерного общества Рагунская ГЭС на 2021 год и его денежные поощрения. В период государственной независимости страны было введено более 2000 мегаватт новых мощностей. В Таджикистане продолжается модернизация действующих гидроэлектростанций. О развитии сферы энергетики в стране расскажет Шахло Бердиева. Для достижения устойчивого развития страны и систематического повышения улучшения уровня и качества жизни народа, развитие сферы гидроэнергетики в Таджикистане объявлено важнейшим и приоритетным направлением нашей экономической политики. Таджикистан обладает громадными гидроэнергетическими ресурсами и является одним из крупнейших в мире производителей зеленой энергии. В период независимости страны для решения проблем сферы энергетики и ее развития осуществлены 34 государственных инвестиционных проекта на сумму 57,8
4,2 миллиарда сомони. В настоящее время в этом направлении реализуется еще 17 государственных инвестиционных проектов на сумму 16,4 миллиарда сомони. В этот период было введено более 2000 мегаватт новых мощностей, а объем производства электроэнергии 17 миллиардов киловатт-часов в 1991 году достиг 21 миллиарда киловатт-часов в 2019 году. В настоящее время на общую сумму 11,3 миллиарда сомони продолжаются работы по реконструкции гидроэлектростанции Нурек, Сарбанд, Кайракум и в рамках проекта КАСА-1000 500-киловольтные линии электропередачи и подстанции. Также строятся новые гидроэлектростанции. Реализация проекта по модернизации Нурекской ГЭС позволит увеличить производственную мощность гидростанции с 3 до 3,3 тысячи мегаватт. Таким образом, после полной модернизации ГЭС ее мощность увеличится на 10%. В текущем году гидроэлектростанция Сарбан будет полностью обновлена на сумму более 1,5 миллиарда сомони и будет сдана в эксплуатацию мощностью 270 мегаватт, то есть на 110 мегаватт больше сегодняшних своих возможностей. В этом году также начнется строительство 500-киловольтной линии электропередачи от Рагунской гидроэлектростанции до конвертерной подстанции Санктуда, что увеличит возможности экспорта электричества. С целью сокращения потери электроэнергии и внедрения современной системы ее учета также начнутся работы по обновлению в городах Душанбе, Бухтар, Куляб, Пинжикент, Истаравшан, Исфара, Канибадам, Бустон и в Дангаринском районе на сумму 2,4 миллиарда сомони. Несмотря на это, в направлении постоянного и устойчивого обеспечения электроэнергии существует ряд важных задач, требующих решения, к которым относятся эффективное и экономное ее использование. Министерство энергетики и водных ресурсов принимает практические меры относительно решения проблем сферы, особенно по учету производства и потребления энергии, сокращению потерь, использованию энергосберегающего электрического оборудования. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.